Селям алейкум. Здравствуйте. В эфире телеканала «Милет» программа «Бызым». Аккымыс «Наше право». Я ее ведущая Оксана Лобода. Сегодня мы узнаем, что говорится в законодательстве Российской Федерации о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также какая ответственность предусмотрена за клевету и распространение недостоверной информации, например, в социальных сетях и в средствах массовой информации. Свои вопросы по этой теме вы можете задать, позвонив к нам в студию по телефону, указанному внизу экрана. Гость нашей студии – адвокат адвокатского бюро «Статус» Дарья Ледовская. Дарья Витальевна, добрый вечер. Добрый вечер. Дарья Витальевна, расскажите, пожалуйста, какие высказывания или сведения могут быть отнесены к порочащим честь, достоинство, деловую репутацию? Конкретизирует ли законодательство эти понятия? В данном случае хочу сказать, что, как известно, защита чести, достоинства и деловой репутации у нас относится к конституционному праву граждан, поэтому им может воспользоваться любой человек. Но в каком случае воспользоваться, это необходимо уже прибегнуть к практике, которая у нас устанавливает, что честь – это у нас общественная оценка личности гражданина, а его достоинство – это совокупность качеств и способностей человека и их внутренняя субъективная оценка человека. То есть для того, чтобы конкретизировать это определение, законодатель не устанавливает нам никакой конкретики относительно этого. Это внутреннее убеждение каждого человека, как его нарушена честь, достоинство. То есть он определяет это сам? Да, это субъективное личное отношение. А расскажите, пожалуйста, какие правовые способы защиты чести, достоинства и деловой репутации существуют? В нашем случае правовые способы защиты чести, достоинства и деловой репутации существуют в качестве подачи искового заявления в суд, с юрисдикцией уже потом определяется последующим, а также подача заявления частного обвинения уже в порядке уголовного законодательства, если это клевета, расценивается как клевета. А может ли стать основанием для судебного иска по возмещению морального вреда, например, оскорбление человека в социальных сетях, в интернете, да, вот в каких-то чатах? Что может стать доказательством в таком случае и вообще есть ли перспективы таких дел? Конечно, на сегодняшний день с существованием интернета, существованием различных социальных сетей и с неограниченным количеством пользователей, да, то, что могут люди разного возраста и поколения воспользоваться этими услугами, существует очень часто то, что таким образом нарушается честь, достоинство и деловая репутация граждан. Поэтому подача искового заявления имеет место быть, либо заявление частного обвинения. Вот. То есть, что нужно сделать тогда вот человеку, если он такой факт зафиксировал, то есть, может быть, скрин какой-то сохранить, да, или что, сделать этой странички, да, и как устанавливается вообще, кто это написал, потому что, как известно, да, может быть фейковая страничка, или там у одного человека несколько страниц, может быть, под разными именами, то есть вот как устанавливаются эти факты, или как вообще идет тогда такое дело, если невозможно установить, например, ответчика? Для того, чтобы подать надлежащее оформленное заявление и чтобы определить, что действительно ваши требования будут иметь место выигрышу, нужно наличие трех факторов. Это распространение данных сведений, порочащий характер, а также несоответствие их действительности. Размещение какой-либо информации, которая порочит человека в социальных сетях, уже является распространением. Остается только лишь доказать, что они действительно носят порочащий характер и не соответствуют действительности. Доказательством этого является публикация этой статьи в первую очередь. Уже если она опубликована и она доведена до общественности, то это уже является этим доказательством. Да, можно сделать скрин экрана, можно свидетельские показания также являются, привлечение специалистов в области электронной деятельности может также доказать, кто это сделал. А наличие автора не является весомым основанием для того, чтобы подавать либо не подавать исковое заявление. Потому что если не определен автор, то в таком случае заинтересованное лицо обращается в суд в порядке особого производства, без указания ответчика в данном случае. Поэтому вот так. А скажите, пожалуйста, каков порядок подачи иска о возмещении морального вреда вот в таких случаях? Когда именно происходит факт, который порочит честь и достоинство человека, его деловую репутацию? Как взыскать моральный
Требование о возмещении морального вреда, оно в данном случае входит в требования общие, которые подаются в исковом заявлении. То есть, если оформляется иск, то там указывается, чтобы признать эти действия такими, которые размещены незаконно, либо опубликованы, либо сказаны кем-то, потребовать опровержения этих сведений, а также взыскать моральный вред. Это является одним из требований, которые входят в состав искового заявления. Как нам показывает практика, что в большинстве случаев моральный вред подлежит взысканию, ну, только, возможно, в заменьшенном варианте, не в таком, как истец изначально просит удовлетворить, потому что люди, конечно же, себя все любят и оценивают свои моральные страдания очень высоко. Ну, бывает, что действительно, да, они соответствуют действительности, эти оценки, и удовлетворяются судом в полном объеме. Но это частые удается доказать, да, конечно, и возместить моральный ущерб в таких случаях. А как определить грань между защитой чести и достоинства человека и правом другого гражданина на свободу мысли, свободу слова? Вот что законодательство говорит по этому поводу? Эта грань очень тонкая, я вам хочу сказать, потому что Конституция Российской Федерации содержит как и указание на то, что каждый человек имеет право на защиту чести, достоинства и деловой репутации, а также указывает на то, что каждый гражданин имеет право на свободу слова, свободу выражения и свободу доступа к средствам массовой информации. Но для того, чтобы конкретизировать более точно, вот, и для чего такая специфика и вообще имеется в одном своде законов, есть Конвенция о защите прав человека и основных свобод, которая указывает, что эти свободы в области свободы слова могут быть сопряжены с определенными формальностями, условиями, ограничениями, либо санкциями, которые предусмотрены в демократическом обществе для того, чтобы сохранять территориальную целостность, сохранять общественный порядок, защищать законные интересы других лиц. Нарушение это является сугубо субъективным, если оно касается оценочного понятия, если оно не явно выражено, да, потому что если, вот, например, проводится собрание жильцов, и кто-то из жильцов на председателя сказал, да он вор, да он мошенник, то в данном случае придется доказать, почему именно вор, почему именно мошенник. Это у нас доказывается приговором суда, вступившего в законную силу, например. Да? Вот если не быть голословным в этом случае, то нужно документальное доказательство. А если он сказал, да он щенок, там, простите, да, вот просто вот на личности. Оскорбил. Да. То в этом случае нужно смотреть на то, как человеку это принесет страдания, и ну, в любом случае вот, банальщина, она должна быть наказана, и доказать это очень, в принципе, не составит трудностей. Главное, чтобы это было сказано во всеуслышание, чтобы еще присутствовали при этом свидетели, потому что никто не может быть вот таким образом оскорблен. Если у кого-то имеется свое собственное мнение, и он хочет его выразить, вот, да, воспользоваться своим правом на свободу слова, то он может подойти к определенному человеку, вот в глаза ему сказать то, что он думает. Один на один. Да. В таком случае, даже если кто-то третий услышит, но при этом будут применены все меры конфиденциальности, вот, человек не будет желать при этом, при оглашении этих сведений, для того, чтобы кто-то услышал еще посторонний, то в данном случае не будет иметь место распространение этих сведений, и поэтому не будет оснований для подачи искового заявления. А если же это было все голословно сообщено при всех, то, конечно же, человек может воспользоваться своим правом и опровергнуть сказанные эти сведения. А имеет значение, сколько человек при этом присутствовали? То есть как-то это законом регулируется? Там, когда считаются вот именно публичными такие высказывания? Когда больше 2 человек, к примеру, или не оговорено это? Оговорено то, что если это услышал хотя бы один посторонний человек, это уже является распространением сведений в данном случае, да. Спасибо. А скажите, пожалуйста, есть ли показательные примеры, например, каких-то исков со стороны крымских, может быть, каких-то деятелей, да, общественных чиновников, может быть, предпринимателей по защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации или журналистам? Вот знаете вы такие какие-то примеры или подобные примеры с материковой части России?
Ну, я могу привести пример касательно нашей практики. Вот у нас в нашем адвокатском бюро «Статус» в производстве находится одно гражданское дело, когда руководителя одного из государственных бюджетных учреждений, его сотрудники оклеветали в своих многочисленных жалобах, которые касались не именно осуществления им деятельности, а вот в своих жалобах они уже переходили на личность руководителя, на то, они указывали то, что он плохой человек изначально, вот, и такой человек не может руководить в принципе, да. То есть уже не о профессиональных, а о человеческих уже о человеческих качествах, да, начали говорить. С точки зрения своей личной оценки. Да, ну даже и указывая на профессиональные качества, если они им чем-то не нравятся, они должны аргументировать, почему они так считают. А не то, что, например, вот он нам зарплату не выплачивает, хотя если в этот момент сами сотрудники ежемесячно получают стабильный доход, а сами хотят таким образом клеветать руководителя в глазах вышестоящего руководства и вообще повсеместно. И также эти сотрудники приглашали в учреждение телеканал, давали интервью, помимо своих жалоб, написанных во все возможные инстанции, давали интервью, сказали о том, что их не устраивает ни деятельность, которая сейчас осуществляется, ни человек, который руководит этой всей деятельностью, ничего им не нравится. После чего директор данной организации пригласил этот же канал, дал ответ опровержения перед подачей искового заявления. Исковое заявление мы еще не оформляли. Дал ответ опровержения, а уже в момент составления требований просто отсутствовала необходимость в указании того, чтобы дать опровержение данной информации. Поэтому средства массовой информации у нас привлечены в качестве третьего лица. Да, они должны быть привлечены в любом случае, потому что... То есть телеканал как средство массовой информации? Да, в данном случае телеканал. Но это может быть любое другое лицо, которое способствовало распространению этих сведений. То есть ответчиком указывается не только лишь адресат, автор, вернее, извините, автор этих сведений, но и лицо, которое способствовало их распространению тоже в данном случае. Но в качестве ответчика либо в качестве третьего лица это уже определяется, исходя из дела. Спасибо большое. Дарья Витальевна, а скажите, пожалуйста, вот исходя из того, что вы сказали, вот такой еще момент. Конституция Российской Федерации гарантируется свобода средств массовой информации, да? И вот когда журналисты работают на улице, работают с людьми, у которых они берут интервью, вот несет ли и записывают, да, какую-то информацию, мнение этих интервьюируемых, да, и выдают это затем с экранов телевизора, да, или пишут об этом в газете, несет ли в таком случае редакция этого средства массовой информации, журналист, ответственность за то, что сказал человек в интервью? То есть, если это, может быть, не совпадает с его мнением, да, ну вот он чисто вырезал этот кусочек, что сказал человек, а человек, например, говорит, что, ну вот я считаю, что вот кто-то, он виноват, вот, допустим, такой-то, такой-то, он виноват, например, в том-то или в том-то, или я там подозреваю, вот он его в чем-то обвинил, к примеру. Ну, журналист так не считает, но это вышло, например, под его авторством, да, эта статья или этот материал. Вот как в таком случае? Несет он ответственность за опубликованное, выданное интервью? Ответственность он несет частично как лицо, это распространившее. Да, его может быть обязано опровергнуть, либо каким-то образом удалить эти сведения, но в первую очередь ответственность за данные сведения несет сам автор. Поэтому тот, кто это говорит, да? Да, тот, кто там говорит. уже, наверное, зависит от иска, как вы говорили тоже. Да, что, да. В зависимости, какие требования хочет удовлетворить истец. Если он захочет опровергнуть информацию, тогда, наверное, будет... Нет, это не отдельно иск журналисту предъявляется, он просто указывается в качестве соответчика, для того, чтобы исполнить в случае удовлетворения именно эти требования. Да. Спасибо. А подскажите, пожалуйста, при подаче иска в суд, да, о защите чести и достоинства, на что следует обратить внимание? ИСУ имеет ли вот как раз-таки значение указания ответчика, кто будет ответчиком? Могут ли из-за этого, например, там, не принять или, не знаю, отказать в рассмотрении, отклонить этот иск?
Ну, в первую очередь, при формировании и подаче искового заявления, я повторюсь, необходимо обратить внимание на то, чтобы присутствовали три фактора. Это распространение информации, оно происходит посредством публикаций в теле, в радиоэфире, в кинематографических каких-то документах, просто в документах, в служебных записках, публичное выступление на людях, либо сообщение этой информации одному даже лицу, это уже является распространением. Порочащий характер этих сведений, то есть если в этих сведениях человек упрекается в неисполнении закона, в аморальном поведении, либо в асоциальном своем поступке каком-либо, а также несоответствие данных сведений действительности. Несоответствие данных сведений действительности заключается в том, что на момент разгласки они не имели места быть вообще априори, вот их не могло быть в тот момент. В совокупности этих трех факторов у человека есть все основания для подачи искового заявления. Для того, чтобы... Дарья Витальевна, я прошу прощения, давайте остановимся сейчас на этом, еще вернемся к этому вопросу, послушаем звонок с вопросом от наших телезрителей. Добрый вечер, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот если я иду по улице и сфотографирую какого-то человека, да, нарушаю ли я этим закон? Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Спасибо. Ну, в любом случае, мне кажется, лучше попросить разрешения у человека его сфотографировать, да, но какого-либо указания на то, что вы не имеете права фотографировать человека, нет, потому что еще необходимо доказать, что вы именно этого человека фотографировали. Может, вы фотографировали дерево, с которым рядом проходил этот человек, поэтому... Находясь в общественном месте, да, при этом, то есть вы можете фотографировать все, что мы видим, получается, что находится в общей доступности. Конечно, да, и если, к тому же, если деятельность этого человека не заключается в получении материальных ценностей из-за фотографий, потому что там есть, ходят большие игрушки, великаны, вот если с ними сфотографироваться, они за это деньги получают, то, возможно, это и нарушит их деятельность, непосредственно деятельность. А если просто так, то нет, конечно же, нарушений никаких, в принципе, не предусмотрено. Спасибо. Это еще нужно доказать. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот если вернуться к тому, о чем мы говорили, да, на что нужно обратить внимание при составлении иска? Вот вы уже назвали... Да, вот, и при определении ответчиков. Для определения ответчиков должным образом это играет на то, в какие сроки будет рассмотрено ваше исковое заявление. То есть, если вы подаете исковое заявление с указанием ненадлежащего ответчика, либо нужно будет его привлечение еще соответчика, да, вот, если указан только лишь автор, а средство массовой информации, либо другой какой-то редактор не указан, то в таком случае суд будет откладываться, привлекать, либо заменять, восстанавливать сроки. То есть эти сроки двухмесячные, которые установлены у нас процессуальным законодательством, они просто будут немножко больше растянуты. Но для оперативного разрешения спора лучше, конечно же, сразу оформить, как подобается, и подать. Ну, и я повторю, что в данном случае ответчиками выступает в первую очередь это автор данных информации, но и на усмотрение требований это может быть уже лицо, которое способствовало их распространению. Какие требования могут быть при этом? Требования могут быть в зависимости от источника публикации. Если же это было распространено в средствах массовой информации, то истец по суду может требовать опровержения данных сведений плюс публикация своего ответа. Если же они распространены в сети интернет, то истец требует в таком случае удаления данных сведений и предоставления своего ответа. Но этот ответ должен быть размещен посредством изначального размещения тех сведений, которые нарушают его право, чтобы этот ответ был доведен до примерно того же круга лиц, который был изначально с ним ознакомлен. Если же эти сведения могут также отображаться в документе, в служебной записке, в объявлении каком-то, в служебной характеристике, то такой документ подлежит отзыву либо замене. Но есть еще разные другие способы защиты. Они уже определяются по решению суда, могут быть определены. Спасибо. Дарья Витальевна, давайте послушаем. У нас есть еще вопрос от телезрителей. Добрый вечер. Задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот на последнем месте своей работы я подписывал договор о неразглашении коммерческой тайны.
Там много и объемно было описано степень ответственности, статьи, но не было ни одного указания, что, собственно говоря, есть эта коммерческая тайна. И, допустим, на другой работе, когда у меня спрашивают, а какие вы могли или решали деловые задачи, я не знаю, что ответить, чтобы не попасть под какие-то пункты этого договора, потому что там не разъяснялось, что есть людей коммерческой тайной. Вот как быть? Спасибо за ваш вопрос. Спасибо, да, за вопрос. Относительно коммерческой тайны, я хочу вам ответить, что существует федеральный закон об информации, который содержит перечень сведений, которые попадают под коммерческую тайну. Но эти сведения не являются исчерпывающими, поэтому что установлено именно на вашей работе, это вам нужно обратиться к вашему бывшему работодателю для того, чтобы он конкретизировал данный пункт договора и в случае чего, чтобы за вами не была ответственность за нарушение коммерческой тайны. Поэтому Здесь нужна именно конкретика. Конкретика, конечно. Нужно знать, что есть коммерческая тайна. Но единственное, что если это не указано в договоре, вот как сказал наш телезритель, и это была только общая формулировка коммерческая тайна, без конкретизации, то, может быть, он и не обязан? Конкретизация коммерческой тайны, ее расширительная характеристика, может содержаться в каких-либо локальных актах учреждения. Поэтому которые в договоре могут быть не указаны. Может быть, да, какой-то локальный внутренний акт создан, где написано, просто забыли его, например, с ним ознакомить. Ну, всякое бывает. Поэтому я думаю, что в вашем случае лучше обратиться письменно к работодателю, для того, чтобы был предоставлен письменный ответ, на который вы можете в последующем ссылаться с перечнем информации, которая попадает под коммерческую тайну. Вот это будет выход из ситуации. Спасибо большое. Дарья Витальевна, а скажите, на что следует обратить особое внимание при построении правовой защиты по таким делам? Есть какие-то пункты? Ну, при построении правовой защиты по таким делам в первую очередь необходимо, конечно же, обратить внимание на наличие действительно нарушенного права. Потом нужно обратить внимание на наличие доказательств того, потому что в данном случае истец предоставляет доказательства того, что действительно эти сведения порочащий характер несут и не соответствуют действительности. Потом в дальнейшем нужно обратить внимание на подачу, куда именно подавать, в какой суд исковое заявление, потому что данные споры рассматриваются как судом общей юрисдикции, так и арбитражным судом. В случае, если спор возник между двумя физическими лицами, либо в споре участвует юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, но разглашение этих сведений никак не отражается на его экономической деятельности, в таком случае данные споры рассматривает суд общей юрисдикции. А если же этот спор затрагивает экономическую деятельность юридического лица либо индивидуального предпринимателя, каким-либо образом повлияло на его деятельность, он стал терпеть убытки из-за этого, то в таком случае исковое заявление подается в арбитражный суд. Спасибо большое. И в завершении последний вопрос такой. Какая ответственность предусмотрена законодательством Российской Федерации за клевету? Клевета. Клевета у нас предусмотрена Уголовным кодексом, это статья 128.1. Ответственность за нее предусмотрена в зависимости от степени своего вреда, который приносит это, потому что там есть части, каждая часть предусматривает, в какой области данная информация была разглашена. Это как от общественных работ и заканчивая штрафом, который уже в новой редакции статьи он увеличен до 5 миллионов рублей, этот штраф. То есть довольно-таки серьезные суммы, такие очень даже приличные. Да, хочу сказать, что в старой редакции статьи было указано то, что там ограничение свободы до 3 лет было предусмотрено, но в новой редакции это не предусмотрено, но увеличен размер штрафа до 5 миллионов рублей. Да. То есть именно не предусмотрена уголовная ответственность, получается? Уголовная ответственность предусмотрена. В данном случае просто... Отбывание наказания, заключение не предусмотрено? Нет, не предусмотрено. Уголовная ответственность предусмотрена просто в более мягкой санкции, да.
Спасибо большое. Наша программа уже подошла к завершению. Благодарю за ваши разъяснения и рекомендации для наших телезрителей. Надеюсь, мы с вами еще увидимся. А телезрителям я напомню, что сегодня мы узнали, что говорится в законодательстве Российской Федерации о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также какая ответственность предусмотрена за клевету и распространение недостоверной информации в социальных сетях и СМИ. На вопросы отвечала адвокат адвокатского бюро «Статус» Дарья Ледовская. На этом все. Увидимся в понедельник в 19:00. Тема следующей передачи – качество оказания медицинской помощи и защита прав пациентов. Всего вам доброго. Оставайтесь на нашем канале.